В эфире телеканала программа «Актуальное интервью». Промышленные проекты Южной Якутии набирают обороты. Территории опережающего развития нуждаются в дополнительной рабочей силе. Как готовят кадры, насколько учебные заведения готовы пересматривать программы обучения в соответствии потребностям, как ведется взаимодействие с промышленными компаниями. Об этом мы сегодня поговорим с гостьей студии Лилией Ивановой, директором Алданского политехнического техникума. Лилия Михайловна, здравствуйте. 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 Южная Якутия переживает сейчас второе рождение. Потребность в профессиональных кадрах растет. Как руководитель учебного заведения, как вы ощущаете эту потребность, эту ситуацию? Ну, действительно, последние годы потребность в кадрах на промышленных компаниях растет. И вопрос трудоустройства наших выпускников не является для нас большой проблемой, потому как все наши выпускники, вышедшие на рынок труда, как правило, 90-95% они трудоустраиваются по специальности. Что касается наполнения нового содержания образования, то буквально на днях мы завершили обучение в Московской школе управления Сколково, где как раз проходили профессиональную переподготовку по управлению изменениями в системе подготовки кадров для экономики региона. Разработаны флагманские программы, проведена большая аналитическая работа, связанная с изучением состояния наших индустриальных партнеров. Мы выяснили, что на сегодняшний день большинство компаний, добывающих, они переживают период автоматизации и цифровой предстоящей трансформации. И в этой связи мы, вели переговоры с разработчиками цифровых технологий в горной добыче. В частности, это международная компания Vist Group, с которой мы подписали соглашение о сотрудничестве и будем готовить уже специалистов на опережение на основе в том числе и цифровых технологий в горной добыче. Промышленность развивается, внедряются новые современные технологии. Как быстро профобразование реагирует на эти изменения? Ну, наша система среднего образования, профессионального образования, она достаточно гибка, потому как мы на базе нашего многофункционального центра прикладных квалификаций в достаточно короткие сроки можем проводить профессиональную переподготовку уже работающих сотрудников компаний под те новые технологии, под то новое технологическое оборудование, которое так или иначе предприятия внедряют сегодня. Национальный проект образования, реализация которого началась в стране, призван вывести в Россию в десятку лучших ведущих стран по качеству образования. Естественно, это касается и профессионального образования, профобразования. В связи с этим, какие конкретные задачи ставятся перед вами? Ну, то, что мы обучились по программе Московской школы управления, это уже говорит о том, что поставлены перед нами серьезные задачи работать на опережение. С другой стороны, руководство республики и наше профильное Министерство образования и науки уже в прошлом году мы освоили достаточно крупные средства, например, наш Алданский политехникум, 59 миллионов рублей на модернизацию нашей материально-технической базы. Но понятно, что ответ на сегодняшние вызовы связан не только с уровнем материально-технической обеспеченности, прежде всего это работа с кадрами, с нашими инженерно-педагогическими работниками, их переподготовка, их трансформация, в том числе внедрение передовых цифровых образовательных технологий в наш учебный процесс. Проект «Местные кадры в промышленности» активно реализуется в Южной Якутии. Если брать выпускников вашего техникума, все ли они трудоустраиваются в местных предприятиях? Ну, как я уже говорила, с этим вопросом, с вопросом трудоустройства для наших выпускников проблемы нет. У нас достаточно крупные индустриальные партнеры, прежде всего это Полюс Алдан и Золото Селигдара, и другие компании, такие как крупные, как Южно-Якутские электрические сети, железные дороги Якутии. То есть мы
по возможности наши выпускники трудоустраиваются и не вызывают нареканий со стороны компаний. Другое дело, в прошлом году мы участвовали по линии госкомзанятости республики на переподготовку обучения незанятого населения из других районов. Значит, 49 человек мы обучили, и они трудоустроились в эти компании. Ну, что касается трудоустройства, это понятно, кадры подготовлены, трудоустроить их можно и нужно. Как ведется работа дальше с промышленными компаниями? Довольны ли они, самое главное, качеством выпускников, которых берут на работу? Ну, конечно, 100% мы утверждать, что наши компании довольны качеством наших выпускников, сказать однозначно нельзя. И на сегодняшний день компании предлагают проводить совместную программу переподготовки, предлагают проходить стажировки наших преподавателей и мастеров на их производственных площадках, на их новых технологических оборудованиях в том числе. Чтобы как бы изнутри понимать, какого качества должно быть образование и какими навыками должен все-таки в первую очередь обладать человек, которого вы выпускаете в свободное плавание, да? Да, и в первую очередь нам компании говорят не сколько о профессиональной навыковой части подготовленности наших выпускников. Прежде всего, так называемые мягкие навыки, так называемые soft skills, и прежде всего это умение работать в команде, ответственность и способность к дальнейшему саморазвитию, повышению своей квалификации. А из каких районов и других регионов приезжают к вам учиться? Ну, будучи государственным образовательным учреждением, в соответствии с Конституцией у нас среднее профессиональное образование является общедоступным. И двери наши открыты для всех выпускников школ республики. Но наибольшее количество у нас все-таки идет по сравнению с центральными районами. В основном это арктические районы. И мы понимаем, что создание Министерства Арктики на уровне Российской Федерации, на уровне нашей республики актуализирует программы именно подготовки, связанные с местными кадрами, проживающими в арктической зоне. В этой связи в рамках нашей флагманской программы мы также ориентируемся на подготовку специалистов для добывающих компаний, работающих и в арктической зоне. В этой связи вот на предстоящей буквально завтра, послезавтра в форуме Союза золотопромышленников Якутии мы очень надеемся установить контакты и будущее партнерство с добывающими компаниями арктического региона в том числе. Но несмотря на то, что в принципе процесс профобразования идет уверенно, выпускники выпускаются и трудоустраиваются, наверняка есть какие-то проблемы, которые решаются с трудом, и чья помощь в их решении может быть вам полезной? Ну, проблемы, прежде всего, они связаны, наверное, с кадровым составом. Потому как если существуют такие программы, как земский доктор, земский учитель, то в системе профессионального образования, особенно у нас, например, в городе Алдан, который достаточно удален, хотя и считается одним из центров промышленности, но привлечь молодых сотрудников, значит, на преподавательскую работу, на работу мастера производственного обучения достаточно сложно. Тому есть множество причин, конечно же, мы это понимаем, но тем не менее, за последние буквально 3-5 лет у нас кадры достаточно омолодились. Мы проводим стажировки, и очень хорошим движением для нас является участие в движении WorldSkills, потому как не только чемпионатное движение по выявлению там лучших студентов с лучшими компетенциями, но прежде всего это стимул и площадка для развития наших молодых мастеров и преподавателей в том числе. Лилия Михайловна, спасибо. Я напомню, это было актуальное интервью. Гостем сегодняшней программы была Лилия Иванова, директор Алданского политехнического техникума. И говорили мы о подготовке кадров для промышленности региона. Оставайтесь на Якутия 24.